Внимание! Говорит Москва. С первого дня Великой Отечественной войны таджикский народ сплотился под лозунгом «Все для фронта, все для победы». В городские и районные военкоматы стали поступать заявления от добровольцев с требованием отправить их в действующую армию. От них поступило 5857 заявлений, а всего за годы войны их было подано более 10 тысяч. В республике формировались воинские подразделения: 98-я отдельная и 99-я стрелковые бригады, 104-я кавалерийская дивизия, которые затем отправлялись на фронт. Всего за годы войны матери Таджикистана проводили на фронт свыше 260 тысяч своих сыновей, братьев и мужей. Посланцы Таджикистана сражались мужественно и отважно. В самых первых столкновениях на границе они приняли неравный бой. Среди защитников Брестской крепости были наши земляки Абдувалиев, Махмудов, Рахмонов. Первый танк-наводчик орудия Нуров подбил 23 июня 1941 года в бою на пограничной реке Прут. Артиллеристы Исмаил Хамзалиев и Ходи Кенджаев отличились в первые дни боев на Курской дуге. Им было присвоено звание Героя Советского Союза. Воины из нашей республики сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. А здесь, в стране, тысячи людей сдавали деньги на строительство летной эскадрильи. Самолеты, построенные на средства таджикистанцев, беспощадно громили врага. Пулеметчик Мирзо Бабаджанов, орудие которого после войны стало музейным экспонатом, прославился в кровопролитном сражении на Сандомирском плацдарме. Отважный воин награжден орденами Красного Знамени и Славы Третьей степени. Вошел в историю подвиг группы красноармейцев под командованием сержанта Павлова, выдержавших почти трехмесячную осаду в одном из домов Сталинграда. Здесь сражались представители 8 национальностей, в том числе таджик Ахмед Турдыев. У Волжской твердыни берет начало боевой путь 61-й кавалерийской дивизии из Таджикистана, которая вошла в 4-й кавалерийский корпус в составе 51-й армии Сталинградского фронта. Более 300 бойцов и командиров этой дивизии были награждены орденами и медалями. На поле битвы наших земляков вдохновляло то, что один из танков был построен на средства жителей Таджикистана. В битве под Москвой получили боевое крещение тысячи наших земляков. Подшефная Таджикистану 20-я краснознаменная ордена Ленина горно-кавалерийская дивизия вошла в состав кавалерийского корпуса прославленного генерала Даватора. За успешное выполнение боевых заданий и личную доблесть 150 бойцов, политработников и командиров 20-й дивизии были удостоены правительственных наград. Сыны Отечества отважно сражались и погибали на поле боя. Однополчане с военными почестями провожали их в последний путь. Но места геройски павших на полях сражений занимали новые посланцы Таджикистана. 55 тысяч бойцов из Таджикистана в годы войны были награждены орденами и медалями. 18 воинов стали кавалерами Ордена Славы всех степеней. Звание Героя Советского Союза удостоены 54 посланца Таджикистана. Из районов, охваченных пожаром войны,
в наш гостеприимный солнечный край эвакуировали беженцев. Здесь они находили приют, кров и заботу. Для многих из них Таджикистан стал второй родиной. Они остались здесь жить и после войны. Потянулись с фронта эшелоны с ранеными бойцами. В городах Сталинабаде, Ленинабаде, Канибадаме, Исфаре, Пролетарске, Чкаловске, Регаре, в поселках Гисар, Чептура, Шахринау было развернуто 29 эвакогоспиталей, более чем на 10 тысяч коек. Для лечения тяжело раненых были привлечены лучшие отечественные медицинские кадры, а также эвакуированные в Сталинабад профессора Первого Московского и Курского медицинских институтов. Здесь, в глубоком тылу, все было подчинено нуждам фронта. Бойцам требовались питание, предметы первой необходимости, одежда. Труженики сельского хозяйства наращивали объемы продукции, чтобы накормить население республики, эвакуированных раненых бойцов в госпиталях и регулярно отправлять на фронт провизию и фураж для лошадей. Ведь помимо провианта, из ресурсов республики для комплектования воинских частей было выделено 3365 автомашин, 106 тракторов, около 19 тысяч лошадей. Хлопок именно в ту тяжелую пору стал поистине белым золотом. Он обеспечивал сырьем текстильные предприятия, маслозаводы, другие отрасли промышленности. На поля вышли все трудоспособные колхозники, в том числе пожилые люди и дети. Всю тяжелую работу в тылу в основном выполняли женщины. Они успешно освоили буквально все профессии в сельском хозяйстве и на промышленном производстве. По решению советского правительства в Таджикистан из западных областей СССР было эвакуировано 20 заводов и фабрик. Это предприятия легкой и пищевой промышленности из Белоруссии, Украины, 5 молокозаводов из Одессы, Вязьмы и Полтавы. Железнодорожными составами была доставлена часть оборудования московской обувной фабрики «Буревестник», несколько текстильных и шелкоткацких предприятий. Плечом к плечу с прибывшими специалистами трудились наши соотечественники. В определенной мере эвакуация предприятий послужила дальнейшей индустриализации Таджикистана, потому что после войны оборудование большинства из них не вывозилось, а оставалось в нашей республике. Молодые девушки и даже дети-подростки встали к станкам и работали наравне со взрослыми, производя продукцию для фронта. Таджикистан регулярно отправлял на фронт продукты, теплые вещи. В период блокады Ленинграда голодающему городу было отправлено 50 вагонов продовольствия. Женщины Таджикистана пряли шерсть и вязали теплые джурабы. Фабрики выпускали всю необходимую для солдат и офицеров одежду. Изготавливали валенки, теплые бушлаты, ватники, телогрейки. Жители Таджикистана приносили на пункты сбора одежду для солдат и просили отправить ее на фронт тем воинам, кто нуждался в новой экипировке. Поистине, герои тыла и герои фронта вместе шли к великой победе. В Сталинабад также была эвакуирована киностудия «Союздетфильм». В дальнейшем студия имени Горького. Ассаламу алейкум. Я привез вам из солнечного Таджикистана большой
караван с артистами. Этот фильм-концерт, в который вошли лучшие вокальные, драматические и танцевальные номера ведущих отечественных мастеров искусств, тоже был подарком от тыла фронту. Вместе с представителями всего советского народа воины 16-й и 17-й гвардейских кавалерийских дивизий из Таджикистана дошли до Берлина, до Дня Победы. Говорит Москва, Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. И вот он настал, долгожданный мир, завоеванный в тяжелых боях. Таджикистан с ликованием встречал своих героев, защитников Отечества. Их возвращение стало огромным праздником. Народ чествовал своих сыновей, победивших в самой кровопролитной и жестокой войне. В отдаленных кишлаках матери, отцы, сестры, все жители селения воспринимали возвращение каждого воина, вернувшегося с полей сражений, как личную радость. Устраивали пышные встречи, каждый хотел угостить и обнять героя. Но не в каждый отчий дом пришла радость. Многие матери не дождались своих сыновей. Так и осталась лепешка, по традиции надкушенная уходящим на фронт, окропленной слезами. В сердцах осиротевших матерей осталась одна надежда — найти место вечного упокоения любимого сына. И они отправлялись в дальний путь, чтобы поклониться их подвигу. Так, из дальнего горного кишлака мать Туйчи Эрджигитова поехала в город Любань Ленинградской области на могилу сына. В октябре 1943 года на Волховском фронте Туйчи Эрджигитов повторил подвиг Александра Матросова. 21 февраля 1944 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Кулябе установлен памятник славному сыну Отечества Сафару Амиршоеву. За героический подвиг в боях на литовской земле ему было присвоено звание Героя Советского Союза. И вот здесь, на дальней литовской земле, отец героя смог проститься со своим сыном. Повсюду, где прошли сражения Великой Отечественной, навеки нашли свое последнее пристанище славные сыны Таджикистана. Военное кладбище в Польше, на котором по сей день много безымянных могил. Кладбище воинской славы на Украине. Скорбный погост в Литве. И везде на памятных досках запечатлены имена славных сынов Таджикистана. Тысячи героев, чьи обелиски вросли в иные земли. Вот еще один из тех, кто не вернулся. Знаменитый герой, которого друзья по партизанскому отряду называли Иван Таджик. Он погиб на территории Польши.
осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.